Свердловская область исторически является одним из самых многообразных в этническом отношении регионов России. В нашем регионе проживают представители 160 народов. Само географическое положение Среднего Урала определило его этнические связи не только с территориями Северного и Южного Урала, но также Поволжья, Европейского Севера и Западной Сибири, а в более широком контексте со всем поликультурным миром Евразии. Этническое своеобразие Свердловской области определило тесное взаимодействие трех основных культур – финно-угорской, тюркской и славянской, и двух основных религий – христианства и ислама, характерными чертами которых является их тесная связь с культурными традициями народов, исторически населяющих Свердловскую область и Средний Урал в целом. Будучи одним из самых многонациональных и поликонфессиональных субъектов Российской Федерации, Свердловская область традиционно является территорией межнационального мира и согласия с благоприятным климатом для развития этнокультурного многообразия. Начало 90-х годов прошлого столетия – это время политических и социальных преобразований, возросшего интереса к возрождению национальных культур. И в 1992 году правительством Свердловской области было принято решение о создании Свердловской областной межнациональной массовой библиотеки в целях повышения качественного уровня сохранения, развития и пропаганды литературного наследия народов России, ознакомления широких читательских масс с их историей, культурой и традициями. За прошедшие годы нашей библиотекой накоплен большой практический опыт в работе в сфере библиотечного обслуживания мультикультурного населения. Реализован ряд социально значимых проектов и программ, направленных на сохранение и поддержку этнического, культурного и языкового многообразия Свердловской области, а также гармонизацию межнациональных и межконфессиональных отношений. В настоящее время Межнациональная библиотека в своей деятельности, помимо нормативно-правовых документов, регламентирующих сферу культуры в целом и библиотечную деятельность в частности, опирается на стратегию государственной национальной политики Российской Федерации на период 2025 года. Также 29 декабря 2017 года в Свердловской области была утверждена новая областная комплексная программа укрепления единства российской нации и этнокультурное развитие народов России, проживающих в Свердловской области, до 2024 года. Цель и задачи комплексной программы соответствуют приоритетным задачам развития Российской Федерации, которые определены в том числе уже названной стратегией государственной национальной политики. Основные направления деятельности Свердловской областной межнациональной библиотеки сегодня в части библиотечного обслуживания мультикультурного населения формируются с учетом основ современной государственной национально-культурной политики. Несколько слов об этих направлениях работы. Направление первое. Формирование, сохранение и распространение книжных и электронных ресурсов, составляющих национально-культурное достояние народов Среднего Урала и России в целом. Направление второе. Сохранение, поддержка и продвижение национальных литератур народов России. Знакомство широкого круга читателей как с вершинными произведениями писателей разных национальных литератур России, так и с современным состоянием этих национальных литератур. Направление третье. Сохранение и приумножение духовного, исторического и культурного наследия народов Российской Федерации, сохранение и развитие их родных языков. Направление четвертое. Создание условий для распространения среди всех слоев населения и всех этнокультурных групп региона идей духовного единства, межнационального и межконфессионального согласия, конструктивного кросс-культурного диалога. Направление пятое. Библиотечное обслуживание мигрантов, включающее в себя повышение уровня социальной адаптации и интеграции мигрантов в современном российском обществе с использованием ресурсов библиотеки и информационно-телекоммуникационной сети интернет. Создание на территории библиотеки условий для удовлетворения культурных и иных информационных потребностей мигрантов, тесно связанных с их этнической и культурной идентичностью. Сбор, обработка и анализ документов о миграционных процессах, происходящих в современном российском обществе и мире в целом, которые могут быть полезны как самим мигрантам, так и специалистам, работающим в этой сфере. И последнее направление – создание единой библиотечной информационной среды в регионе по вопросам библиотечного обслуживания мультикультурного населения. Полноценная реализация данных направлений работы была бы невозможна без постоянного социального партнерства Свердловской областной межнациональной библиотеки с социально ориентированными некоммерческими организациями, в том числе
Свердловская региональная ассоциация общественных объединений, Ассоциация национально-культурных объединений Свердловской области, Дом народов Урала. Региональное общественное отделение Общероссийской общественной организации Ассамблея народов России. Региональная общественная организация Свердловской области Интернациональный союз диаспор. Региональное отделение Общероссийского общественного движения Молодежная ассамблея народов России «Мы россияне» и Общероссийское общественное движение Всероссийский межнациональный союз молодежи. Помимо сотрудничества с национально-культурными объединениями, в том числе входящими в вышеназванные ассоциации и союзы, наша библиотека также сотрудничает с целым рядом общественных объединений. Например, в частности, в вопросах историко-патриотического воспитания с Екатеринбургским отделением Оренбургского войскового казачьего общества. Сегодня мы более внимательно остановимся на опыте работы нашей библиотеки в вопросах сохранения, развития и популяризации историко-культурного наследия народов российского государства, в том числе родных языков и культур, а также национальных литератур. Здесь следует отдельно отметить, что особую важность тема сохранения и поддержки языков народов России для нас обуславливается выходом в 2010 году атласом языков мира, находящихся под угрозой исчезновения, созданным ЮНЕСКО для привлечения внимания общественности к проблемам постепенной утраты языкового многообразия и для оценки состояния языков мира. В России в зоне риска в соответствии с данным атласом оказались 136 языков. Данная ситуация вызывает серьезную тревогу, тем более, что под различной степенью угрозы исчезновения находятся такие языки народов Среднего Урала, как башкирский, марийский, чувашский, удмуртский и другие, зачастую принадлежащие к народам Урала, входящим в десятку по численности. Стоит отметить, что библиотека тема сохранения, развития и поддержки родных языков тесно связана с работой по продвижению национальных литератур народов России. Мы уверены, что библиотека должна не просто знакомить с богатым и уникальным литературным наследием народов России, но и давать возможность услышать, как звучат строки этих произведений на родном автору языке. С 2016 года библиотека реализуется крупный проект – международный литературный конкурс малой прозы «Этноперо», целью которого является поддержка и популяризация этнокультурной тематики в современной русскоязычной литературе, а также формирование уважительного отношения к представителям различных национальностей, проживающих в Российской Федерации, профилактика экстремизма и различных форм нетерпимости. Это первый литературный конкурс, в котором основное внимание уделяется темам истории, культуры и самобытности народов России, этническому, языковому и культурному многообразию нашей страны, вопросам позитивного межнационального взаимодействия и межкультурного диалога. В 2016 году был реализован и до сих пор активно используется в работе арт-проект «Читай». Это социальная реклама, выполненная в форме серии плакатов и направленная на продвижение чтения на родных языках народов России. В проекте приняли участие представители наиболее многочисленных народов, проживающих на территории Свердловской области, по данным Всероссийской переписи населения 2010 года. Всего в арт-проект «Читай» представлены 14 народов Среднего Урала. При создании проекта мы исходили из того, что интерес к чтению на родном языке – это средство познания культуры своего народа и других культур, уважительного отношения к ним. Приобщение к литературному наследию и через него к сокровищам отечественной и мировой культуры, формирование чувства причастности к свершениям и традициям своего рода, а также осознание исторической преемственности поколений. Арт-проект «Читаем вместе» был реализован в 2018 году, а его концепция была расширена. Ключевым образом проекта стал образ семейного чтения как неотъемлемой части формирования духовной культуры личности. Эта творческая читательская деятельность взрослых и детей в условиях общения, направленная на целостное развитие личности растущего человека, передачу от поколения к поколению родных языка и культуры. В данном проекте приняли участие народы, традиционно проживающие на Урале, а также представители диаспор из Центральной Азии и народов Среднего и народов Кавказа. В
целях поддержки и популяризации национальных литератур народов России в 2019 году был реализован онлайн-проект «Неделя национальной книги». Цикл из 6 видеоинтервью с лидерами национально-культурных объединений Свердловской области о национальной литературе, любимых и рекомендуемых художественных произведениях, о значимости чтения на родном языке, а также семейного чтения. В 2020 году в рамках мероприятий, приуроченных к областному празднику День народов Среднего Урала, была подготовлена видеоантология «Калейдоскоп национальных литератур народов Среднего Урала» в 3 частях – проза, поэзия и детская литература. Представители национально-культурных объединений Свердловской области прочли на родном языке отрывки из наиболее ярких, на их взгляд, произведений родной национальной литературы. В рамках празднования Года памяти и славы в 2020 году Межнациональная библиотека создала арт-проект «Наш бессмертный полк», который знакомит с поэтами и писателями-фронтовиками разных национальностей, призванные на войну из разных уголков Советского Союза. Конечно же, в наш бессмертный полк вошли далеко не все авторы, а только 24 имени. Среди них тех, кто прошел войну и в последующие годы оставил нам свое творческое наследие. Это известный башкирский народный поэт и писатель Мустай Карим, белорусский писатель Василий Быков, коми-пермяк Анатолий Баяндин, не только писатель, но еще и певец и художник. А также именно тех, кто погиб на фронте. Это осетинский поэт Хазбик Алоев, узбекский поэт Султан Джура, погибший в плену татарский поэт Муса Джалиль, стихи которого, написанные в застенках берлинской тюрьмы Моабит, дошли до нас спустя годы после войны. Сегодня проект доступен в 2 форматах: в электронном виде на нашем сайте «Память огненных лет», посвященном событиям Великой Отечественной войны, и в печатном формате в виде серии плакатов, которые размещаются в библиотеке, а также в муниципальных библиотеках Свердловской области в соответствии с планом передвижных выставок. В апреле 2020 года наша библиотека запустила собственный подкаст «Сомбук». Он нацелен прежде всего на знакомство с национальной литературой народов России, включает в себя обзоры художественной литературы и новинках фонда библиотеки, фольклор и сказки народов России. В подкасте представлены также и аудиоверсии работ, вошедшие в шорт-листы международного литературного конкурса малой прозы «Этноперо». А также в рамках подкаста мы знакомим слушателей с народами Среднего Урала, их историей, культурой и литературой. Выпуски подкаста, посвященные фольклору, представлены в двуязычных форматах. Сказка звучит на национальном языке и в переводе на русском. Данный формат работы используется в рамках сотрудничества с национально-культурными объединениями и с целью сохранения языкового многообразия в регионе. Все выпуски подкаста можно найти на нашем сайте, а также на подкаст-платформах Яндекс.Музыка и ВКонтакте. Для сохранения и поддержания языкового многообразия региона в Свердловской областной межнациональной библиотеке при планировании работы разрабатывается перечень культурно-массовых мероприятий, которые включают в себя знакомство с различными языками. Цель таких мероприятий – представить как можно больше народов и языков. К таким мероприятиям относятся, например, марафон национальной литературы «Книги в стиле этно», проводимый ежегодно в рамках областной открытой акции тотального чтения «День чтения». Лидеры и представители национально-культурных объединений региона делятся своими литературными предпочтениями, рекомендуют к прочтению произведения национальной литературы и читают отрывки из своих любимых произведений на родном языке. В аналогичном формате ежегодно проводятся и мероприятия ко Дню родного языка. Одной из масштабных форм работы межнациональной библиотеки является проведение различных фестивалей, позволяющих охватить широкую целевую аудиторию. Например, 4 ноября 2019 года Межнациональная библиотека приняла участие в организации региональных праздничных мероприятий, посвященных Дню народного единства. Главным мероприятием библиотеки стал фестиваль национальной поэзии, который прошел одновременно на 2 площадках. В рамках концертного марафона фестиваля культуры и искусств народов России в Уральском федеральном округе на площади у памятника основателям Екатеринбурга и на празднике национальных культур в Свердловском государственном областном дворце народного творчества.
Целью фестиваля стало не только расширение культурного сотрудничества, но и развитие взаимопонимания людей разных национальностей, проживающих на территории нашего города, области и всей страны. Прекрасные поэтические строки, посвященные темам патриотизма, любви к родине и к родному краю, прозвучали более чем на 20 языках народов России и в переводе на русский. Ежегодно национальные общества принимают участие в крупных просветительских акциях, проводимых в регионе. Это и Библионочь, и День чтения, и Ночь искусств, и многих других. Также регулярно в библиотеке проводятся дни и фестивали национальных культур по инициативе и при участии самих носителей культуры, представителей национальных культурных объединений Екатеринбурга и Свердловской области. Программы мероприятий формируются с учетом возможностей библиотеки и национально-культурных организаций раскрыть как можно больше аспектов культуры конкретного народа. На подобных мероприятиях мы попробуем культуру на вкус. Помимо литературной и музыкальной составляющей, помимо визуального знакомства с культурой народов, у гостей есть возможность попробовать и национальные блюда, принять участие в мастер-классах, а также в различных этнокультурных активностях. Подводя итог, стоит отметить, что библиотечное обслуживание мультикультурного населения сегодня является одним из актуальнейших направлений развития современных библиотек, и для Свердловской областной межнациональной библиотеки всегда было и будет приоритетным направлением деятельности работа по сохранению, поддержке и продвижению языков народов России, популяризация чтения на родных языках. Спасибо за внимание.